Последние годы разрабатывается и реализуется государственная программа социально-экономического развития Арктики. На ваш взгляд, достаточно ли государство уделяет внимание таким сферам, как поддержание культуры народов, проживающих в российской Арктике, а также сохранение уязвимой арктической природы? Спасибо. Но здесь я хотел бы отметить, что после 90-х годов, когда мы перешли на новые условия жизни, все-таки за это более 20 лет в целом по стране были определенные проблемы по отношению к Арктике. В принципе, мы уже как бы забыли их, какие проблемы, какие вопросы, потому что когда формировалась новая политика экономическая, то, конечно, и центральное правительство наше в Российской Федерации, и региональные правительства все-таки сочли нужным о том, что на севере заниматься производством невыгодно экономически, поэтому необходимо было регулировать и численность, и производство на северах. Сам по себе рынок начал регулировать этот процесс. И в результате, конечно, в начале 90-х годов мы почувствовали определенный отток населения. Но, с другой стороны, на севере всегда жили люди испокон веков, и они никуда не уезжают, и они остаются, и они живут. Поэтому мы считаем, что к этим людям мы должны внимание тоже уделять. В связи с этим, во-первых, мы в Республике Саха-Якутия приняли решение поддержать нашу Арктику. Мы даже объявляли тематический год недавно, несколько лет назад. И посредством этого года мы стали обращать внимание нашим северным регионам, районам республики, которые находятся за полярным кругом. И стали вкладывать средства для того, чтобы поддержать людей, строить социальные объекты, принимать решения по закреплению кадров на наших арктических регионах. Ну и, соответственно, еще вопрос возник поддержки традиционных отраслей, которым занимаются малочисленные народы Севера, которые в основном и живут там. Это речь идет о поддержке оленеводства, рыбного промысла, охотничьего хозяйства. Вот это все меры со стороны республики были сделаны. И мы этот же вопрос поднимали постоянно с другими субъектами Российской Федерации на федеральный уровень. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин все-таки этот вопрос поддержал и принял решение о том, что должна быть стратегия освоения Арктики, потому что Арктика не только люди, которые там живут, Арктика это в целом кладовая для Российской Федерации. Экономика там должна развиваться интенсивно, чтобы, соответственно, поддержать те или иные экономические районы на северах, в Арктике. А с другой стороны, все-таки Россия определенные выгоды от освоения Арктики тоже должна получать. Вот с этой точки зрения сегодня в целом выработана стратегия, сегодня разрабатывается программа, по которым уже решение принимается. И Республика Саха-Якутия в этом плане занимает особые позиции для того, чтобы продвигать и свои проекты. Мы с точки зрения науки очень много проработали с Российской академией наук, с Минобрнауки. Мы по сельскому хозяйству, через Министерство сельского хозяйства тоже работу ведем, потому что речь идет о тех людях, которые живут на севере, занимаются и пытаются делать все возможное, чтобы развивать производство. Конечно, у нас очень большой вопрос стоит перед Министерством транспорта Российской Федерации, потому что речь идет об освоении Севморпути, возрождении тех или иных определенных объемов перевозки, создания материальной базы на входных портах. Их у нас в республике два. Это Зеленый мыс и Тиксы. Они очень важны для экономики северных территорий республики. И все это, конечно, задают тон
отношения по Арктике в нынешних условиях. Мы, кроме того, программу развития Арктики включили в возрождение Жатайского судоремонтного завода. Мы очень благодарны за это правительству Российской Федерации, потому что это вопрос для нас очень важен. В летнее время, во время навигации, так называемый досрочный завоз осуществляется речными судами, которые в последнее время становятся трудно работать, они изнашиваются, они выходят из строя, а нам надо их восстановить, поэтому этот завод нам нужен, очень важен для развития инфраструктуры республики. Вот поэтому Арктика – это та тема, которая сегодня нуждается в дальнейшем поддержке.